своими глазами видел этих женщин. С началом войны самые тяжкие беды горести упали на плечи молодых, красивых, трудолюбивых, уже успевших пожить с мужьями и познавших радость материнства, по-своему счастливых женщин. Мужья ушли на фронт. Многие из них никогда не вернутся. А жены, прижавшие к своей груди босоногих детей, остались дома в страшной схватке с нуждой и голодом, растя их на радость отцам, которым повезет уцелеть в горниле войны и в память о тех, кто уже никогда не вернется. Я рос вместе с их босоногими мальчишками и девчонками. Вместе с ними не раз видел голодную смерть. И если не я, то кто воспоет их негромкий подвиг? 1993 год. Автор Заки Зайнуллин. Это произведение основано на реальных событиях. Фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Председатель! Чё, председатель? Вас срочно к телефону! Чалык, сынок! А мы куда? Соберитесь в клубе. Гитлера, самолетов и танков тьма тьмущая. Как ступил на нашу землю, так давит и давит. О, Аллах, не оставь без своей милости. Лишь бы мужья наши, ушедшие на войну, вернулись живы-здоровы. А мне и моим 5 деткам хоть какое-никакое утешение письмецо. Алло? Алло, вас плохо слышно, говорите громче. Не слышно откуда? Из Раевки? Да, а кто? Поняла, все, сейчас позову. Абдулла! Здравствуй, Абдулла! Да! Да, ребята, хорошо, да, я поняла. Абдулла, ребята, из деревни рядом. Да, все рядом. Я хорошо, поняла. Да, Абдулла, если... Да, алло. Какой-то женский голос. Так, ты там с кем? Ты это оператор. Нет, я слышу. Да, хорошо, я передам. Я поняла, Абдулла. Да, хорошо. Что? Алло! Не слышно! Алло, вас не слышно! Алло! Марзия, ну что? Связь прервалась. Алло, сказали. Так, Азима, что говорила? Что делаем? Наши мужья хотят попрощаться. Как же они голодают. Пожалуйста, беги к жене Басира, сообщи, пусть все собираются. Девочки, к жене Даяна. Всех соберите. Я всех не дождусь. А ты сама тогда там и встретимся. Если вдруг позвонят, сразу сообщай. Да, хорошо. Обязательно. Сразу зови, Марзия, слышишь? Обязательно позову. Марзия! Ханифа, апа, вы меня до смерти напугали. Председатель у себя? Не знаю, вроде был у себя, не видела его сегодня. Хорошо.
Меджид, уже 11 дней, как вы ушли. Где вы? Что с вами? Живы ли, сыты ли, здоровы ли? Да куда же я отправлю это письмо? Я даже не знаю, где он. Сервер, хорошо, что ты... Может, я воды попью? Попей, попей. Все ли хорошо? Что? Все ли хорошо? Хорошо. Ой, ты представляешь, вечером с детьми ложимся спать, а я будто почувствовала что-то неладное. Сердце так стучало, думала, грудь разорвет. И вдруг слышал стук в дверь. И что? Подхожу, а там Марзия. Да ты что? Что дальше? Ой, что дальше? Абдулла всю ночь звонил на нашу почту. Да ты что? Мама, когда придет папа? Скоро, сынок. Скоро придет. Пойди поспи. Абдулла всю ночь звонил на нашу почту. Оказывается, все ребята из деревни были с ним рядом. Марзия сказала, чтобы я поспешила на почту, развернулась и побежала. Ну и что сделала? Ну а что я? Я за ней. Как? Детей от них бросила и побежала. Да. Хотела сначала старшенького разбудить, чтобы присмотрел за младшим. Ой, ну дитя-то малое, спит сладким сном, не шевелится. Ой, думаю, будь что будет. И побежала на почту. Эх, мне-то что весточку не передали. Ой, да кто что делал, все полусонные, Сервер. Да и ветер такой, аж с ног сбивает. Более 3 часов ждали. И наконец позвонил. Ну, поговорила. Правда, слышно было еле-еле. Ой, голос его все время прерывался. Ой, что сказал? Говорит, что все солдаты с момента их прибытия находятся на станции Раевка. Раевка! Ой, кормят очень плохо. Без еды, без воды едва выживают. Что с питанием плохо, несколько раз говорю. Говорит, что не сегодня-завтра отправится на войну. Может вернуться, а может и нет. Иди, говорит, всем передай, чтоб никто не остался, чтобы все выходили на дорогу попрощаться. И тут связь прервалась. А мой Меджид тоже с ними, мой Меджид. Да, тебе и детям большой-большой привет передавал. Ох, бедненький ты мой. Он ведь ни разу за пределы нашего села не выходил. Он ведь ружья в руках ни разу не держал, он же пушку не видал. Перестань, пожалуйста, наши мужья сидят там голодные. Значит, нам нужно найти какой-то выход, понимаешь? Значит, нам нужно уйти. Да что ж ты? Ситуацию вы все знаете. Давайте обсудим. Давай. Вот что я предлагаю сделать. Давайте пойдем к Чалыку, председателю. Скажем ему, что, мол, Абдулла звонил, спросим у него совета. Точно. Ну, Чалык же председатель. Человек государственный, хорошо, если поймет. Это все-таки же он свой парень. Конечно. Деревенский. Думаю, поймет. И все-таки давайте пока не будем торопиться. Вы же знаете, сейчас вся работа по уборке урожая на наших плечах. Что правда, то правда. И все же я согласна идти в Раевку. Так, а где все остальные? Я же просила всем передать, встречаемся у Сервера. Ну мы с Мяхе по пути сюда ко всем домой заглянули. Ребенку жены Хамида всего месяц от роду, сказала, что ей лучше не выходить. Жена Гаяза пошла с бричкой искать машину для сбора урожая. Невестка Басира работает на ферме, она пошла туда. Что-то Зайнаб хворает, а жена Вели даже не сказала причину, почему не пойдет. Девочки, мне кажется, она ждет ребенка. Ладно, хорошо. Хватит и тех, что собрались. Получается, нас 6. Ехать придется на конной повозке, иначе мы не выдержим такого долгого пути. А где? Где эта Раевка-то находится? Это железнодорожная станция между Уфой и Шафраном. Но, правда говоря, дорогу я туда не знаю. Девочки! Я вспомнила! Мой Гудглибай раньше возил товары из Раевки в нашу деревню. Мы только-только свадьбу справили. Так, расстояние между той станцией и нашей деревни около 60 километров. Сколько? 60 километров. Да.
Расстояние-то не маленькое. Ну что? Пусть хоть 100 будет. Когда теперь выезжаем? Надо обязательно приготовить что-нибудь поесть. Я приготовлю 4 курицы. Испеку много лепешек хлеба. А давайте попросим кого-нибудь забить козу и разделим ее на 6. Ну что, эту козу зарежем, у нас козы нет? У нас тоже нет. У нас есть коза. Попрошу отца ее зарезать. Разделим мясо на 6. Приходите вечером к 6 или к 7 вечера, забирайте мясо. Так, девочки, а разве не надо идти просить лошадь? Точно. Знаете, девочки, этот Чалык председатель лошадь не даст. Это я точно знаю. Он с моим Абдулой в ссоре. Смотрите-ка вы на нее. В ссоре он был, говорит. Когда Чалык хотел на тебя жениться, пренебрегаем сразу за Абдулу вышла. А Чалык остался с носом. Так-то вот. А вот если б вышла тогда замуж за него, то уже сегодня была бы женой председателя. Ну-ка, перестаньте шутить. Сейчас наша забота совсем не о Чалыке. Вон, Чалык-председатель идет. Ну и ну, долго же он будет жить? Может, мимо? Нет, к нам. Догадываюсь, чьих рук дело. Точно! К нам идет. Здравия желаю, комарики. Сядьтесь. Как поживаете? Присаживайтесь, председатель. А как я могу сидеть, когда работа в самом разгаре? А кто разрешил собраться здесь и не выходить на работу? На полях пшеница зрелая, не убранная. Рассыпается на землю, вы здесь посиделки устроили. Почему не на работе? Я вас спрашиваю. А чего ты на нас кричишь? Никто не разрешал нам не выходить на работу. Наши мужья ушли на фронт. И теперь неделями в Раевке голодные находятся. Вот в чем сейчас наша забота. Мы хотим поехать и накормить их. Было бы лучше, если бы ты, председатель, помог бы нам. Дайте нам лошадь с телегой, чтобы доехать до Раевки. Точно. Какая лошадь? Какая телега? До Раевки? А еще что вам нужно? Машина вам не нужна? В такую жаркую пору. Хотите бросить работу и уйти из деревни? Вы вообще в своем уме? Городу, фронту хлеб нужен. Наши мужья, как ишаки вьючные, трудились в деревне. А теперь, когда они ушли, стали ненужными. Криком сами хочешь запугать, да? Знаю, не испугаешь ты нас. Или ты хочешь сказать, что они не вернутся? Что ушли? Навсегда ушли? И ты видишь, они обязательно вернутся. И тогда я припомню тебе твои слова. Как же ты в лица их будешь смотреть? Ну ладно, комары мы! Но чем же ты лучше наших мужей, которые ушли на фронт? Или хватаешь? Или без рук, или без ног? Ты думаешь, я здесь по своей воле с вами вожусь, а не на фронте? Ну теперь ни одну я из вас не пожалею. Знаете, нет вам лошади. Лошади нужны для посева. Попробуйте только выйти из деревни и вернуться назад. Фронту хлеб нужен. Вашим же мужьям нужен. Сами говорите, в Раевке голодные ждут эшелона. Ты возьмите свою лошадь, Чалык-председатель. Да еще и шака. Не на... И за Где я зима? Держи язык за зубами. До добра у тебя не доведет. Нет вам лошади. На какую Раевку вы не поедете? Попробуйте только выйти и вернуться назад. Подумайте в первую очередь о своих детях. Этот вопрос решенный, сказал, не поедете, значит не поедете. Не накликайте на себя беду. Да, Чалык человек должностной.
Он имеет право не отпускать, но Успокойся. А вот я... Ничего не боюсь. Меня сейчас беспокоит только мой муж. Голодный. В Раевке. А его истощенного голодом отправить на фронт. А вдруг вот так уедет и не вернется? Тогда я себя не прощу. Никогда не прощу! И как я в глаза буду смотреть двум его детям! Спасибо! Из-за того, что нас не будет 3-4 дня, Чалых не умрет. Вернемся, отработаем. Двойную норму будем выполнять. Мы его основные работники, как говорится, правая рука. Да пусть он хоть сдохнет от злости, без нас он никто. Разных женщин, идущих накормить мужей, идущих на фронт, посадят в тюрьму. Да вы только подумайте, человек нас просто пугает, чтобы мы никуда не пошли. У Рейхан 3 детей. У Айши 4. 5. У нас за зимой по 2. Только у Зейнапа Мехек детей нет. Мехек только посватали, даже свадьбу не успели сыграть. Зейнап всего 2 месяца как замуж вышла. Ну как же 2 месяца? Месяц и 12 дней. Даже не смогла услужить-то муженьку своему. Ладно, хорошо. Рейхан, Сервер, я. Мы едем. Уже настроен. Кто еще едет? Я еду! Я еду! Я тоже с вами еду. Нет. Младшенького оставить не с кем. Болеет он. Наверняка я не поеду. Боюсь оставить больного. Найдется кому за твоим ребенком присмотреть. Пошли, Айша. Ну ты скажешь, Сервер. Правда говоря, я немного опасаюсь его. Видала, как он орал? Рвал и метал, словно бешеный! По-моему, это мне! Если боишься угроз, Чалыка, тогда не вмешивайся на ребенка. Здравствуйте, птички сырые. Знаю. Услышал вот, что вы за своими мужьями собрались. Вижу, собрались. И, наверное, хотите это обсудить. Не правда ли, угадал? Угадал, отец, верно. А ну, перестаньте мокроту разводить. Враг ведь тот, что напал на нас, очень свиреп и безжалостен. Вы даже представить себе не можете, насколько ужасен тот зверь. Такого еще мир не видел. Если разразится война, придется терпеть вам. Противника не только танком, но и верой, и надеждой удерживают. А удержав переломного фашиста, надо его потом с позором, как собак бешеных, выгнать обратно. Хорошо то, что делается. Лишь бы все хорошо закончилось. Кадар Шабы, вы человек бывалый. Все на своем веку видели. И боли, страдания. Подскажите, как нам без лишнего шума доехать до Раевки? Без лошади и без арбы. Если вы действительно собрались идти, тогда скажу вам, что есть прямая тропинка, ведущая до Раевки, прямо из нашего села. Если хотите, укажу. Но только крепко запоминайте, а лучше зарисуйте. Казима, зарисуй. Сервер, дай бумагу и карандаш. Собрались. Значит так. Видите вон те холмы? Какие холмы?
Вон те. Видим. Так значит, за холмами железная дорога. Железная дорога? Железная дорога. За железной дорогой граница. Как дойдете до железной дороги, идите налево, на запад. На запад? На запад. Там и будет ваша Раевка. Отметили? Отметила, Даша. А дорога? Дорога-то там какая? Отец, дорога, Юл Нинде. Дорога. Да простит меня Создатель, дочка, этой дорогой-то трудно назвать. Каменистая тряская дорога, по ней ездили конные повозки. Эх, у скольких хороших лошадей ломала хребет эта дорога. Боюсь, вам не одолеть ее. Одолеем. Ничего, Даша, с дорогой мы как-нибудь справимся. Мы преодолеем все трудности, нам лишь бы до наших мужей добраться. Да поможет вам Создатель осуществить ваше желание. Но вам лучше попросить у человека-председателя крепкую, хорошую лошадь, а то трудно вам будет не преодолеть вам путь. Не то чтобы лошадь, разрешение не дает. На Раевку говорить не поедете. А мы, закинув мешки на свои собственные спины, готовы их вести к мужьям. Ну, конечно. Что скажете, папа? Что так и сказал? Так сказал. Ха. Ну что я могу сказать, дочка? С одной стороны, он тоже прав. Ведь вся сила колхоза в ваших руках. Но мы же не собираемся на год или на месяц. Мы до Раевки и обратно. Максимум в неделю управимся. Да, может, даже раньше. А что? Даша бы. Да. А как он себя вел? Угрожал нам, слабым, беззащитным женщинам. А что сказал? И телегу вам не даст? Не даст. Не дает. Говорит, что она нужна для сбора урожая. Вот и вся его отговорка. Да. Что же с людьми случилось-то? Вместо того, чтобы помочь, поддержать, у меня нет слов. Да не лошадь его не нужна, ни шаг его не нужен. Нам бы телегу. Вещей у нас много. Да, телега бы нам не помешала. А ну-ка, постойте-ка. Одна телега-то у нас найдется. И я думаю, что вам подойдет. Где? У кого? У внука моего, Хамида. А да, он же как-то телегу сделал. Это телега? Так точно, сам смастерил. Эх, сукин сын. Сам-то не больше кулака, а нет ничего, чего не мог бы сделать. Сама телега маленькая, похожа на ослиную повозку. Когда сидишь, свесив ноги, ступни касаются земли. Да одно время колхоз хотел ее забрать. Говорили, что есть письмо из милиции. А Хамид, говоря, что телега не в рабочем состоянии и нуждается в ремонте, забрал ее обратно. А потом спрятал ее. А теперь никому ее не отдает. Сервер. Пойди, дочка, попроси. Думаешь? Да. А может, и отдаст тебе. Хорошо было бы, если бы отдал. Не отдаст. Не отдаст. Если милиция не отдал, то и нам не отдаст. Если не отдаст, то будет иметь дело со мной. Ну, я пошел тогда. Счастливого вам пути. Передайте большой привет от меня всем односельчанам. А пускай возвращаются домой живыми и здоровыми. А то ведь враг тот, что напал на нас, очень свирепый. И пришел, если вы тоже представите его. Готовьте еду всю ночь. С позаранку в 3 часа приходите к серверу. Если вещей будет много, делайте 2 рейса. А человек? Да успокойся ты. И собирайся давай. С нами едешь. Юх, даже если повесят, все равно поеду. Я от вас не отстану, слышите? Не отстану. Сервер, пойди договорись насчет телеги. Ну что, девочки, увидимся перед рассветом. Я готовлюсь. По домам.
будем делать? Наверняка Иша не придет. А звать ее у нас времени нет, живет она на другом конце села. Ну и в общем-то идти или нет, это ее личное дело. А мы пойдем без нее. Ну что там, Рейхан? Молоток! Дощечка отошла. Сейчас забьем. Вот так, держи. Можно мне руку подать? Все! Забила намертво! Ну что, бабы, лошади, слушайте меня внимательно. Двое из нас будут тянуть телегу за канаты, привязанные на конях. Двое будут толкать телегу сзади. Кто-то будет по очереди заменять нас. Если вдруг телега пойдет быстро, то не отставайте. Ну, если уж совсем не будете успевать, то прыгайте в телегу и сидите там. Есть! Будет сделано, как вы изволите. Почитаем молитву перед дорожкой. Ну что, попробуем? Попробуем. Готовы? Да. Раз, два, три! Председатель. Даже не получив моего разрешения, решили ехать в дорогу. Мы в путь, человек, председатель. Хочешь, режь на куски. Хочешь, убей. Если хочешь, в тюрьму посади. Мы все равно поедем. Наши мужья там голодают. Пойми ты это, человек хороший. Хватит, Азима, хватит. Идите сюда. Что встали сюда, идите! Говори. За старшую будешь. И будешь отвечать мне за каждую из них, поняла? Справку я вам тут сделал. Тут фамилии всех вас 6. Если по дороге остановит милиция или еще что такое, покажете вот эту справку, понятно? Бери. На всякий случай возьми еще вот это. Что это? Говорю же, на всякий случай. Зачем это? Ты что, нас на войну отправляешь? Что разнервничалась? И ты на отдых собралась. Говорю тебе, на, бери. Я же не умею с ним стрелять. Это не страшно. Когда настанет время выстрелить, выстрелишь. Я же говорю, никому не показывай. Ну, Председатель, давай без этого. что, Айши нет? Нет, она побоялась идти. Ну ты же до смерти напугал, бедняжку. Девочки, вы на меня не сердитесь. Я ж человек государственный. Ребятам вы там привет передавайте, да? Пусть все живыми и здоровыми вернутся. Как там говорится? Дорогу осилит идущий. Путь. Ой, слава тебе, Создатель! Успела, уехали! А ну, Зея, подруга, давай, помоги мне. Ты куда? Куда с ребенком? А если заболеет по дороге, ну замучаешь же!
Чалы, жаль мне его оставить. Да и как не жалеть мне? Ведь татар была сын. В конце концов, мой сыночек выдержит все, потерпит. И потом жаловаться пойду. Куда ты пойдешь жаловаться? Куда? Я в район пойду. Там старшие начальники есть. Я им 4 метрики покажу. Вот 5-й. Я многодетная мать. Как они могут забрать моего мужа? На что я должна их кормить? Какое они имеют на это право? Я думаю, девочки не будут против, если я своего сыночка с собой возьму. Ладно, Чалык, насчет ребенка мы что-нибудь придумаем. Мы поедем, и так задержались. Смотрите сами. За старшую. Головой за каждую. И более чем 5-6 дней в пути не задерживаться. Это понятно? Я равная. В огонь себя бросаете. Сгорите. Что, девоньки? Поехали? Поехали. Вас оставь. Пощади. Ну давай, толкай! Подожмите, новенький! Уже не хотите увидеть? Здравствуйте, дочка. Как ваши дела? Все ли у вас хорошо? Как ваш муж? Внук? Не болеет? Спасибо, папа, все хорошо. Ваш внук здоров. Мой муж тоже ушел. Пошел к Тувангубаю. Сказал, скоро вернется. Утром был на посевной у свата.
И там мне сказали, что ему принесли весть о том, что его срочно вызывают старейшины. А к вам меня послала мать твоя, чтобы я посмотрел, все ли у вас хорошо. С позаранку, когда сват ехал на посевную, у него на телеге не видели моего зятя. А это увидела ваша соседка Сахиб Джамал. Подумав, что вы проспали, и, решив разбудить вас, пошла к вам. И тогда она увидела, что ты около хлева ссорилась со свекровью. И все увиденное передала твоей матери. Вижу, что у вас тут не все благополучно, дочка. Очень беспокоите вы нас. Неужели так плохи ваши дела? Папа, нас отсюда выселяют. Не плачь, дочка. Кроме свекрови у тебя же есть я с матерью. Оказывается, вся наша доля — это половина мешка. За это благодарите Создателя. Ну, здравствуй, Зайнулла. Как хозяйство, дом, дети? Все ли благополучно? Как с посевом? В этом году хорошо? Все хорошо, когда работаешь. А хорошо или плохо с посевом, узнаем осенью. Ну, слава Создателю, рабочих рук у тебя хватает. Ты, твоя жена, твой сын, невестка, дочь старшая, с тобой 5 человек получается. Работают только 2 маленьких детей. Что-то ты так подробно расспрашиваешь. Все ли хорошо, Бамба? Это так. Просто спрашиваю. Как невестка? Помогать по работе? Ну, имея на руках маленького ребенка, ей наверняка трудно работать. А невестка твоя, слава Создателю, из хорошей семьи, бойкая. Да пролит она ваш род Зейнулла своими детьми. Вы что, меня за ребенка принимаете? Почему без моего разрешения вошли в мой двор? Здесь нет бездельников, чтобы сидеть с вами спорить. Освободите двор! Или это дело рук того негодяя? О ком ты говоришь, Зейнулла? Хватит в игры играть, Бабай! А тут волноваться не о чем. Зря беспокоишься. И мы тоже сюда не в игры играть пришли. Ходи, записывай. Хорошо. Вот дошла до нас весть, что ты сына своего с невесткой, грудным ребенком выставляешь на улицу. Правда это? Правда, выдворяю. Что же ты дал им после того, как выдворил? Это не ваше дело! Ошибаешься! Это наше дело. Потому что мы были избраны народом. Уважаемый старец аула. Выбрасываешь свою молодую невестку с грудным ребенком на руках на улицу. Разве это можно? Ты же это видано! Если захочу, выгоню, а если не захочу, я старейшина в этом доме, я! Послушай меня, Аксакал. Наш аул тоже маленькое государство. У него есть свои обычаи и традиции, и никто не имеет права нарушать их. Если в каждом хозяйстве будут вот такие вот истории, знаешь, куда это всех ведет? Ходи, записываешь? Пишу. Пиши. Вижу, дело далеко зашло. Придется оформлять все это официально. Эджип, ходите. Проходи, не робей. Меджиджа. Скажи, парень, сколько тебе лет? Не волнуйся, отвечай. 27. 27. А теперь ты, Зейнулла, ответь нам. До исполнения 27 лет твой сын бездельничал? Не работал? Отец, заткнись! Ясно. Ходи, записываешь? Пишу. Пиши. Теперь ты, парень, ответь нам. Что посадили этим летом? Говори же, не молчи. Пшеницу, ячмень. Как? С удовольствием посеял.
Сначала спахал землю, вручную посадил, потом прикапывая прошел граблями. Значит, прикапывать землю можешь. А что там уметь? С 14 лет этим занимаюсь. А в посевном с каких лет работаешь? Как себя помню. А сколько травы собрали на зиму? В село привезли 18 сена и много оставили. А на покосе кто помогал? Всю работу сделали сами. Отец косил, а я связывал. Сыры с младшей сестрой перевозили и складывали в другое место. А скажи нам, ребенок тогда родился? Нет. Твоя мать была, жена твоя была на сносях? Да. А мать твоя что делала? Ну говори же, Мячик. Мама моя не любит полевые работы. И потом у них уже 2 маленьких детей. Теперь скажи нам, парень, что у вас произошло этим утром? Да ладно, Гавайга, ничего такого особенного не случилось. Ошибаешься. Я забрал проблему этого дома, никто отсюда не уйдет. Это касается всех. Говори, парень, не робей. Сегодня утром я пошла доить корову. А мать сказала, чтобы я больше молока не трогала. А потом пришла с неполным мешком зерна и сказала, что это вся положенная нам доля. Потом пришел отец и сказал, чтобы мы в течение 3 дней... А что отец говорит? Сам отец, он ничего не сказал. Он не разговаривает с нами. Вот уже как месяц. И как же вы теперь собираетесь жить? Не знаю. Посмотрим. Хорошо, ступай, парень. Нам есть о чем поговорить. Один, пиши. Ага. Скажи мне, Зейнула, этот парень твой сын? Конечно, мой сын. Чей же еще? Мой собственный сын. А неужели? Неужели это правда? Если это твой, действительно, твой родной сын, то почему его выбрасываешь ни с чем на улицу? Отвечай! Теперь что получается? Что я, не дав ничего своему сыну, выгнал его на улицу. Он все богатство мое. И дом, и живность. Все ведь все. И вот дом, если у них есть, где жить? Что за ерунду вы тут наговорили? Один записываешь? Пишу. Пиши. Теперь пусть ходят все члены семьи. Один записывай. Зейнула Файзулин своему сыну Меджиту Файзулину, когда отделил его отдельной семьей, женой с грудным ребенком, передает ему в качестве наследства ниже перечисленное имущество. Дом с 2 окнами, 1/3 посевной земли, 5 коз с козлятами, корову с теленком и домашнюю утварь. Как это корова с теленком? Корову написать? Пиши. Хорошо. Ты смотри за своим скотом, а в мои дела не вмешивайся. Успокойся, Зейнула. Если опять не хочешь проблем, сиди и помалкивай. Ты не чужому человеку даешь, а своему сыну. Аллах, грабит средь бела дня. А ты что сидишь, молчишь? Ты же мой старший брат, ну сделай что-нибудь. Аллаха вспомнил. Родного брата вспомнил, да? Все, что нажил отец за всю жизнь, все осталось тебе. А нас 4 братьев. Мы ушли с родного двора без единой копейки. Разлетелись в разные стороны. А ты, слушая жену, мучаешь собственных детей. Была бы жива его мать. Разве они так страдали? Пошла ты! А ну стой! Стой на место! Ясно, успокойтесь. Попробуй сдвинуться с места, меняй потом на себя. Зейнула! Конечный результат таков. Ты, твоя жена, 2 маленьких детей и старшая дочь, у вас 5 человек. А их 3. Твой сын, невестка и ваш внук. Ты, как их отец, делишь свое имущество на 3 части. И 1 часть отдаешь ему.
а 2 оставляешь себе. И ну ладно, дорогой, если ты не согласен с этим решением, то будем собирать государственную комиссию для раздела имущества. Вот и все, что я хотел сказать. Ну хорошо, хорошо. Пусть будет так, как вы сказали. Холостяник. С тех пор, как ребенок родился, вы его родной дед ни разу на руки не взяли. И все равно первым словом моего сына было «бабай». Ну и ну. Бывают же на земле такие жестокосердные люди. Маленький ребенок в чем виноват? Живите в согласии. Спасибо вам, бамбы-рабы. Вы настоящий старейшина нашего аула. Если такие, как вы, во главе аула будут стоять, то единство аула будет нерушимо. Девочки, может отдохнем немножко? Азимапа, Рейхан упала, позади осталась! Девочки! Девочки! Айша, почему ты нам сразу не сказала, что Рейхан упал? Мы же вместе шли. У меня и без этого забот хватает. Каждый должен сам о себе заботиться. Мы же вместе вышли в путь. Значит, должны помогать и поддерживать друг друга. Вот видишь, Рейхан ногу повредила. Если дальняя дорога не под силу, надо было дома оставаться. Вообще не нужно было покидать село. Это что еще за разговорчик? Раз вышли в путь, значит, должны терпеть до последнего вздоха. Ты поняла, Айша? Ты что, подруга, крайнюю нашла, что ли? Чуть что сразу во всем Айша виновата, да? Я тоже устала. Видишь же, уже ни ноги, ни тело не слушаются. А вдобавок надо за ребенком присматривать и телегу толкать. Что ноги болят, что ребенок. Это не причина для оправданий. Одно дело делай, чтобы это было в последний раз, Как в народе говорят, если земля тверда, то бык винит быка. Да прекратите вы, наконец!
прошу вас. Оставьте меня здесь и идите дальше. Девочки, у меня к вам только одна единственная просьба. Вот мой единственный мешок. И дайте его, пожалуйста, Кунглебаю. Пусть он не чувствует себя одиноким и покинутым среди его товарищей. Кунглебай мой, Кунглебай, прости меня. Прости, я не смогла сдержать обещание. Вот что я предлагаю. Мы посадим Рейхан на телегу. Мы не можем оставить ее тут. Ну? Или кто-то против? Как? Когда мы в дорогу собирались, Чалык-председатель Азиму-старший назначил. Никто из вас не возражал. Никто не хотел взять на себя эту ответственность. Она за нас всех отвечает. Что скажет, то и делайте. Берите Рейхан, сажайте ее на телегу. Если вправду хочешь держать данное слово, то тогда сиди рядом с ребенком в телеге. Пока мы не доедем до Раевки, за сына головой отвечать будешь. Ой, девочки! Я когда впервые увидела Кунглебая, я сразу влюбилась. Прекращай, Витя! Я вам не рассказывала? Чалык нам сказал вернуться быстро. Ну что теперь стоите? Девочки, а чего стоите? Чего ждете? Пошли! Поздний час, иди спроси. Нет, Гайшамба, я боюсь. Да не бойся, не укусит, я же рядом, иди спроси. Боюсь, я не буду спрашивать. Ну пойдем тогда вместе спросим. Стой, Гайшамба! Что ты? Держи. Мало ли что. Кто там? Кто стучится в такой поздний час? Кто? Ради Создателя, откройте дверь! Я заблудившийся путник! Кто ты? Назови себя! Эй, соседние села из Варны! Меня зовут Кунглебай, пожалуйста, откройте! А кто твой отец? Отца зовут Владимир Капас. Пожалуйста, откройте, у меня руки рука не мерят. Ах, сам голодный, как собака. А лет тебе сколько? Папа, зачем тебе мой возраст? Открой, пожалуйста, замерз я. Тетечка. Дома нет мужчины. Как мы пустим незнакомого мужчину, как мы ему дверь откроем? И что это за имя такое? Кунглебай. Богатый глухонемой. А вдруг действительно глухонемым окажется? Гайшамба, не открывай двери. Подожди. Как он сказал, отца зовут? Капас! Так
Снегопад! Ух ты, какое страшное имя! Вы сами никогда не теряли дороги, знали бы, как это заблудиться в такую погоду, а еще женщины! Будьте же добры, войдите в положение, во имя Создателя откройте! Эх, будь что будет. А ну-ка, открой ему дверь. Ведь заблудившийся бедняга просит у нас помощи. Ты не можешь не открыть ему. Иди, открой. Да я боюсь! Да не бойся, иди, открой. Что? Иди, я пошла. Не бойся. Удивительно, как в таком холоде бедняга еще живой остался. У него сильный мужской дух. О. Смотри, какое крепкое тело. Выдержит. Надо его поднять и раздеть. Скорее, скорее его корми. Слушай, братик, супчика, сразу в себя придешь. Королевичи каши, тяга. Ты посмотри, как кушает. Пихает и пихает, пихает и пихает. Я ничего не поняла. Братец, мы не поняли, что ты говоришь. Говорю, спасибо. Вы меня от смерти спасли. посинел совсем. Тетя, не говори так, ну разве можно так говорить гостю? Чуть не сдох. Ой, я думал, умру, наверное, от чревоугодия. Нет, если проголодался, надо было разбудить нас. Ой, давай так. Сладко спали, что я постеснялся этого делать. Да и с детства у меня есть одна привычка. Если с утра не поем, потом весь день голова не работает. Ух ты, парень! Болезнь-то у тебя тяжелая. Если так, то в следующий раз разбуди меня. В следующий раз, королева. А я надеюсь, он не окончательно к нам переехал. Тетя, ну я ради приличия говорю. Сестренка,
А что это за деревня? Село Амир. А ты откуда шел, пока не заблудился? Говорил из села весьма. Да, именно оттуда. После полудня, как освободился с рынка дедов, сразу отправился домой. Тут налетела метель. Ой, сразу все потемнело. Не видно, где перед, где зад, где право, где лево. Хоть 1000 раз ходил по этой дороге, все равно заблудился. Не знаю, сколько прошел, знаю только одно. Что потерял все силы и чуть даже не упал. А ты торговец? Не-не-не, отец торгует, а я товар вожу. Ну не на спине же ты его возишь. Транспорта не было? Лошадь была и телега, но я одолжил одному человеку на базаре. А в селе-то нашем как оказался? Ой, метель взял ориентир прямо и пошел. Вот, и попал как-то в вашу деревню. Тишина, кругом ничего не видно, только свет в окошке. Нигде в другом окне света больше не было. Вот этот свет меня и спас от беды. Наверняка Создатель направил тебя к свету, к нашему дому. Ну что ж, проходи к столу, гость наш. Аша, малаем, аша. Кушай, мальчик, кушай. Давай. Собирается, гололедица. Нужно за вашей домашней живностью присмотреть, пока не стемнело. Не беспокойтесь, я сама присмотрю. Позвольте! Разве я могу в такую погоду такую красивую девушку на улицу отпускать одну? Не по-мужски это. Мужик я или нет? Вот. Тетя, я первый раз в жизни вижу человека, который так много ест. Он чуть ложку не проглотил. Он не кушает, он лопает. Доченька, похоже, парень-то не женатый. Ой, течка, я даже не обратила внимания. Ой, парень мне понравился. Главное наполнить желудок. Сердце и разум чистые, душа нараспашку. Заметила, когда он ел? С такой нежностью на тебя посмотрел. По-моему, он влюбился. Ну скажи, что ли, тетя Гайша? Ты уже давно созрела. Тебе нужен муж. Вот тена! Придумай же такое, тетя! Ну разве можно такое прям в глаза человеку сказать? Тихо, доченька, ну ты послушай меня. Может быть, тот, который сам своими ногами пришел к нам, судьба твоя. Если выпустишь птицу счастья, севшую на твою голову, всю жизнь будешь жалеть. Так, значит, теперь ты хочешь меня отдать первому попавшемуся незнакомцу? Места для меня в доме мало достало. Обременяю вас, лишним грузом стало для вас. Замолчи. Сколько лет вместо матери была для тебя? Хоть раз, хоть один разочек пожурила, обидела тебя. Тетенька, почему ты тогда хочешь избавиться от меня? Ой, ну лиха, доченька. Ну кто хочет избавиться? Хочу, чтобы счастливой была ты. Ну кто, кроме меня, позаботится о тебе? И еще. Это что же ты решила всю жизнь без мужа прожить? Ну когда-нибудь придется замуж выйти. Чтоб дом, семья своя была. О, детей нарожать. Это закон природы, установленный с тех пор, как человечество появилось. Избавиться хотите, тоже мне смолотила. Что хочешь сказать? Гунглибай не понравился тебе? Давай, быстренько собирайся. Остальное, что нужно сделать, сама подскажу.
незамужняя девушка, да? Да, я еще не замужем. А парень, который тебе нравится, у тебя есть? Нет. Рейхан, я вот кое-что спросить хочу у тебя. Спрашивай. Вот ты тетя Гайшу то апа, то мама зовешь, то тетя. Я так и не пойму, кто она тебе. Тетя Гайша моя тетя, я с детства у них росла. Понятно. А родители? Прошу, давай пока не будем об этом. Хорошо, не будем. А ты умничка, очень вкусно готовишь. А я во всех делах хороша. Могу кошму валять, лыка вязать, корову доить, в общем, любую работу по дому. А у тебя в селе есть девушка? Нет, нету. А чего это так? Вот ты парень молодой, красивый, как говорит тетя Гайша, с чистым сердцем и душой. Наверное, девушки вашего села слепые, раз опустили из виду такого парня. Ну, понимаешь, один человек, у которого язык без костей, сболтнул всем о моей проблеме. Ух ты! А у тебя что, есть проблема? Ну да. А какая проблема? Ну, то, что я много ем, желудок хоть полный, глаза никак не наедятся. Вот этот болтун везде сказал всем, что я обжора. Теперь все девушки села ходят и посмеются надо мной. Ну, с аппетитом-то мы как-нибудь разберемся. А знаешь, мне и самому не нравятся те девушки. Зачем мне девушки, которые ничего не умеют? Мне нужна такая хозяюшка, как ты, Рейхан. Да. Мое сердце что-то предчувствует. Что? Мне кажется, я сегодня женюсь. На ком это? На тебе. Да иди ты, грубиян, нахал! Но если у тебя нет жениха, выходи за меня замуж, сегодня же заберу тебя. Мне вот скажи, ну куда ты так торопишься? Вот ты духу не даешь перевести. У меня есть мать и отец. Без их согласия шагу из этого дома не сделаю. Ты у меня спрашивай. Этот вопрос решаю я. А мама с папой приедут, знаешь, что они сделают? Отец, если узнает, что ты будешь счастливой, согласится со мной. Да, действительно, а где ваш отец? Закиабы работает на рынке Деду. Как ты его назвала? Закиабы. Нет такого человека на базаре, который не знает мясника Заки. Кто? Заки. Это случайно не тот Заки, мясник, который торгует дичиной на базаре? Да. Скажите, пожалуйста, а у вас есть лошадь? Есть. А зачем тебе? Так я же одолжил телегу и лошадь Заки мяснику, потому что они ему пригодились. Из-за тебя и попал в метель, и попал в ваше село. Но если не эта судьба, то что же? Так ты знаешь Закиабы? Закиабы и мой отец много лет вместе работают на базаре. Я спрашиваю, у вас есть лошадь? Я же сказала, есть в стойле. А ты куда это собрался? На рынок! Приеду завтра, будь готова, и приготовь что-нибудь поесть. Гудгреб! Если это предначертано судьбой, и мы с тобой поженимся, то решением твоей проблемы буду я! Обещаешь? Обещаю! Ну подожди, куда ты торопишься? Если собрался на рынок, я приготовлю тебе новую одежду! Позже, милая Река, позже, новая одежда, идем на свадьбу! Гудгреб!
оступилась. Что я могла с этим сделать? Оставьте меня, девочки, пожалуйста, оставьте меня. Лады,